прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Первый рейс в новейшей истории региона. В них 138 мест эконом-класса и 12 бизнес. Грозненский аэропорт принял борт прямого регулярного рейса Ташкент-Грозный. Сколько времени занимает полет в одну сторону? Каникулы с пользой. Я себя пробовала в Кванториуме, в сфере и в IT-кубе. Это то есть 3 разных направления. В комплексе общего и дополнительного образования «Квант» стартовала ежегодная летняя площадка. По скольким направлениям осуществляются занятия? В воду не входить. С многодетными семьями проводятся разъяснительные беседы о мерах обеспечения безопасности детей в летний период. Купальный сезон сопровождается регулярными рейдами по водоемам. Какое наказание ждет тех, кто игнорирует запрет на купание в неприспособленных для этого местах? Сотни тысяч паломников сегодня с первыми лучами солнца двинулись через долину Мина, чтобы совершить главный обряд хаджа – стояние на горе Арафат. Верующие из Чеченской Республики вместе с муфтием Салах Хаджи Межиевым находятся там, вознося молитвы о прощении и слушая проповеди. Это один из обязательных обрядов хаджа. Считается, что именно в данном месте любимец Творца произнес свою последнюю проповедь, призывая мусульман к равенству и единству. О величии 9-го дня, 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-Хиджа расскажет Турпал Тайсумов. Мусульмане всего мира продолжают совершение паломничества в Мекку. Там же с благой миссией находится муфти Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев вместе с множеством других религиозных деятелей из субъекта. Богослов поведал собравшимся в колыбели ислама о важности проведения хаджа, как одного из столпов религии. متك على ريس أنا خوش ميوش وحاشوش أنا خوش ميوش نه خوش ملري أرولا خا مصطفى حافظ أحوال سلام الجح هاي مقبر بش هاي ديغلر بش هاي بعدلر بش صبري وش ونعمشي حاج سبعتين بوش بوش ناخل مصو سبواس تمخش ملجو لقش ديغن دي أحومية جد Melčo kükstümün halilçi Mosuhuma tam kılboş bak. Son değer Peygamber bu aleyhissalatu vesselam. Milvana hacal dinek et sa'du khayal mukhlis. Milvana hacal dinek. Şey motlar mi? Şey devler mi? Asaganlar mi? Şey nas değil morkun vasabet. O hacalin biqam mabat son Allah yashna aleyhissalatu vesselam. Bu biqam gılbar ti'a. Hacal din samiyan moşoş. Khulot ya'dar şey yawsman. За каждую произнесенную молитву и совершенный намаз Всевышний увеличит их количество многократно, отметил Салах Хаджи Межиев. Ben ezru soldoqsh, imam Navoiy qamel do'st. Aylimna, duq aylimna qalas. To'tis uchrat bo'xshiga. Ben ezru deylish lamas haq islamas ishad ettirdina. La ilaha illallah Allah, la ilaha illallah ina. Ben ezru la ilaha illallah yarsan mel beli onda. Subhanallah ve bihamdihi mel beli onda. Qur'an çok deyqina, ben ezru çok deyqirsan mel beli onda. Aylimna taqardina Uzmak hamiyen kuzak kadin alama zilolsa. Şu kuzak oldu bakıyor. Onu oluştuk. Kadin alama zilolsa. Be'ezruz boğuştuk. Sundağır ki vaad yakış. Oradan bursun ki vaad yakışı. Nuh Peygamber deyilselam verirsun. Su dünyanın çoğu dağın doluştul. Ezir şara dünyanın çoğu vahır ve ezir şara alama zilolsa. ده المصري أنا دعاء الرب. اللهم. ده المصري أنا قابل ده.
Vezgal voždēla, iešmet metavoti, metverti, pošti, sādē. Он будет гоню сегодня, После проповеди они вместе прочитали мавлид. Среди паломников присутствует 200 чтецов Корана. Их путевку на хадж оплатил фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В долине Арафа верующие совершили зикр, восхваляя Всевышнего и его посланника. Да благословит его Аллах и приветствует. Турпал Алита Исумов и Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную масштабную благотворительную акцию. Событию приурочили к священному дню Арафат. В рамках него малоимущим семьям по всей республике раздали мясо 70 голов крупнорогатого скота. Стоит отметить, что подобное внимание благотворительной организации нуждающимся оказывается регулярно. دادان شرط ادو شرط در اینوش گشتش قیزه من شاهدین چولا میل صبحش دزد دکره işte her değerlerine ve duhale baş amat adal gast o bulduğu suntar yol fondu tana dokşa kastana doksadu ve makka isagil mishag dakaç ustadiyostu üzesiyle olşdala ve mekdas daimna dokştu sanış dal o bulduğu isanış dar bamdaşı ugur hala ve mekda ve qam işte Ukrayna habor ve veji مقشمش طولمس صبيش ودالة بوربالوش دات يعبرتي والخوي والحمد لله رب العالمين. С городом Ташкент налажено авиасообщение. Теперь до столицы Узбекистана можно будет добраться всего за несколько часов прямым рейсом. О впечатлениях первых пассажиров расскажет Адам Магомедов. Первый прямой рейс в послевоенной истории республики Ташкент-Грозный встретили водной аркой. Официальные лица во главе с министром транспорта и связи региона Рамзаном Черхиговым приветствовали гостей цветами и теплыми словами. Этот рейс послужит дальнейшему сотрудничеству между двумя народами. Уверен, что выполнение регулярных полетов между нашими республиками послужит дальнейшему развитию наших теплых и братских отношений, а также налаживанию культурных, гуманитарных и экономических связей между нашими республиками. Рейс будет выполняться 2 раза в неделю, в понедельник и в четверг на комфортабельных самолетах Airbus 320. В них 138 мест эконом-класса и 12 бизнес. Полет в одну сторону длится всего лишь 3 часа. Официальные лица продемонстрировали традиционное чеченское гостеприимство. После чиновники обменялись национальными подарками. По поручению главы региона работа по расширению географии полета продолжается, в том числе и по международным направлениям. Сегодня мы с компанией договорились, что они будут открывать еще и рейсы и в Дубай, Джидду и Стамбул. После встретимся и письменно будем, конечно, оформлять и, соответственно, расширять географию полетов. Совсем недавно для того, чтобы добраться из Грозного в Ташкент, нужно было провести в пути больше 56 часов на машине, проехав почти 3000 километров, или же использовать перелеты. Сейчас же можно добраться до столицы Узбекистана всего за несколько часов прямого полета и сэкономить бюджет. Адам Магомедов, Маусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Гости из 16 регионов страны посетили Чеченскую Республику в рамках Всероссийского 3-дневного форума «Я и весь мир». На базе столичной лингвистической школы имени Дешириева среди участников состоялась интеллектуальная игра «Что, где, когда». Всего 25 вопросов, на раздумье только 1 минута. По итогу викторины первое место заняли гости из Дагестана, а второе и третье – команды из Чеченской Республики. Победителям и призерам вручили кубки и дипломы. Такие мероприятия нужно проводить часто, мне кажется, в каждом регионе, чтобы дети могли ездить друг к другу в гости, общаться, чтобы наше подрастающее поколение видело, что в других регионах точно такие же дети с такими же интересами, которые любят читать книги, играть в интеллектуальные игры. Научиться создавать веб-сайты, мобильные приложения и компьютерные игры можно в республиканском комплексе общего и дополнительного образования «Квант». Летняя площадка стала не только местом обучения, но и приятного времяпровождения в период каникул. Медина Мударова с подробностями.
О талантах Жуди Алкрад можно рассказывать долго. В свои 14 лет девочка успела попробовать все направления в кванте. От творческих кружков до программирования занимала призовые места во всероссийских и международных конкурсах. С первых дней она завоевала сердца преподавателей прежде всего своей целеустремленностью. Я в квант уже хожу 2,5 года, может уже 3-й год пошел. И я тут знакома почти со всеми педагогами, со всеми администраторами. И я себя пробовала в кванториуме, в сфере и в IT-кубе. Это то есть 3 разных направления. Кванториум — это уже сейчас Энерджик. Также я была в IT-кубе, это IT, то есть компьютеры, программирование. И сфера. Сфера я хожу на объединение творчества без границ. Это вокальное и художественное слово, получается. И я выступаю в кванториуме в различных мероприятиях, веду их, там, пою, читаю. Energy Quantum. 4 группы, в каждой 12 человек. Здесь ребята развивают навыки проектной работы, в частности, в направлении энергетики. Как делятся преподаватели, основной уклон делается на практику. Так новая информация воспринимается эффективнее. Все занятия проходят именно на опытах, экспериментах. Это детям больше нравится, и получается у них желание именно ходить в такие направления бывает больше. Вот. И, как я сказала, у нас все занятия именно, основная часть — это практика и немножко так теории. Опять-таки, чтобы углубить какие-то знания из школьной программы и еще дополнить посредством нашей программы. С детьми работают опытные педагоги, которые находят к каждому ребенку индивидуальный подход. Также мы можем отмечать именно точки счастья, в общем, ответить. И мы можем отвечать, наши заповедники, заказники тоже. Примерно такую карту мы можем создать. Допустим, у нас есть в Чеченской Республике 48 заказников-заповедников, которые посещают наши туристы. То есть для них мы можем создать такую карту, чтобы они могли ориентироваться по местности. В республиканском комплексе общего и дополнительного образования «Квант» стартовала ежегодная летняя площадка для детей. Здесь более 300 школьников из различных общеобразовательных организаций Чеченской Республики в возрасте от 7 до 16 лет. Ребята обучаются по направлениям, которые они сами выбрали при подаче заявки на участие в смене. Изюминка этой летней смены станет реализация в комплексе программ «Орлята России» и «Большая перемена». На нашей площадке старшие ребята работают по конкурсу «Большая перемена», а младшая возрастная категория обучаются по программам Содружества «Орлят России». А также наши обучающихся радуют досуговый час, различные мероприятия. Наша летняя смена проводится с 1 по 30 июня. Вторая смена начнется уже в июле. Летняя площадка в этом году отличается от предыдущей своей обширностью. За 21 день ребята смогут научиться создавать с нуля собственные веб-сайты, мобильные приложения и компьютерные игры. Освоят 3D-моделирование, изучат ключевые аспекты компьютерного дела, а также попробуют себя в роли шахматиста, художника, вокалиста или портного. Одно из направлений летней площадки в Кванте – промроба Quantum. Здесь ребята из таких деталей собирают роботов и программируют их. Тимур, расскажи о своем изобретении. Я хотел собрать мусоровоз этой рукой. Я специально для этого крана сделал мини-джойстик. И для передвижения я сделал другой джойстик. Также укрепил его. Он может двигаться, также может поворачивать. Он также может двигать этой рукой. Робота Тимур собрал всего лишь за 3 занятия. В этом интересном месте ребята создают не менее интересные изобретения. Это занятие развивает фантазию, пространственное мышление и мелкую моторику. Летние каникулы не поводы забывать об учебе. В этот период можно всерьез задуматься о будущей профессии и найти свое призвание. С этим поможет республиканский комплекс общего и дополнительного образования «Квант». Каждая программа, она должна завершиться конкретным результатом. То есть ребенок пришел в программу, он уже заведомо должен знать в начале программы, в вводной части программы, что они должны сделать и что они должны получить после программы. И у нас в большей степени конец программы – это продукт, это проект. То есть это в любом случае молодой ребенок будет знать и отвечать на вопрос,
Если ему зададут, что вы получили в этой программе, он должен конкретно ответить и конкретно говорить о тех моментах, знаниях, которые он получил. Помимо образовательной части, для детей проводятся увлекательные мастер-классы, интеллектуальные игры, экскурсии и конкурсы. Медина Мутарова, Сайдали Ампукаев, Саидамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. Купальный сезон сопровождается регулярными рейдами по водоемам. Их проводят сотрудники МЧС, прокуратуры, МВД и префектуры. Какое наказание ждет тех, кто игнорирует запрет на купание в неприспособленных для этого местах, поделится Адам Магомедов. Это береговая линия реки Сунжа в границах улицы Ашхабадская Шейх-Мансуровского района. Как вы видите, здесь везде вот такие вот таблички с надписью «Купаться запрещено». А все потому, что заходить в воду здесь довольно опасно из-за ее высокой скорости течения, глубины, а также загрязненности, ведь в ней довольно много мусора, различных веток и, конечно же, камней, которые можно удариться и потерять сознание. Самостоятельно уже не выбраться, поэтому лучше держаться как можно дальше. Сотрудники МЧС совместно с прокуратурой, инспектором по делам несовершеннолетних и префектурой проверили участок на случай, если есть дети, решившие провести отдых на опасном водном объекте. К счастью, на месте рисковых ребят не оказалось, поэтому служители порядка отправились на другую локацию. Это Грозненское море. Тут уже выявили несовершеннолетних лиц, которые устроили купание в неположенном месте. С ними провели профилактическую беседу. Ни в коем случае. Вообще полностью. Полностью по набережной, по береговой линии шею. Предупредив детей об опасности неорганизованного купания, уполномоченные органы проверили и наличие установленных запрещающих знаков в необорудованных для отдыха местах, а также специально отведенные для этого пляжи, которые готовятся к скорому открытию. В целях предупреждения несчастных случаев в связи с повышением температуры воздуха с многодетными семьями проводятся разъяснительные беседы о мерах обеспечения безопасности детей в летний период. В летний сезон подобные профилактические рейдовые мероприятия на опасных водоемах республики проводятся каждый день. Это помогает пресечь несчастные случаи и обеспечить безопасность детей. Адам Магомедов, Сайдали Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. В 2028 году Россия будет отмечать 200-летие Льва Толстого. Все регионы страны создают оперативные штабы, которые занимаются организацией мероприятий. Чеченская Республика одна из первых начала готовиться к юбилею великого писателя. В авторской программе Ломали Зурушева актуальная тема. Директор Департамента социально-культурной деятельности и отдела искусств Министерства культуры Якуб Малаев расскажет, как проходит подготовка к празднованию юбилея величайшего в мире писателя-романиста. Смотрите сразу после нашего выпуска. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.